областная татарская национальная культурная автономия. Образовалась она на основании федерального закона под номером 74 от 29 октября 2009 года. И автономия наша, естественно, руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами распоряжения правительства Российской Федерации, а также Самарской области. Цель и задача нашей областной автономии – это оказывать содействие в сохранении родного языка, традиций и культуры нашего народа. И самое главное, за эти 4 года мы успели войти в такие организации, как Всемирный конгресс татар, который возглавляет Закиров Ринат Зинович. Мы вошли в федеральную автономию татар России под руководством депутата Государственной Думы Гильмуддинова Ильдара Ирековича. Шла постоянная работа, наши делегаты выезжали в Казань, шла полная информация, взаимодействие. Скажем, от федеральной автономии мы постоянно получали литературу, диски. Даже вот за последние 3 года получили много, литературы. И такой образовательной именно литературы, скажем, как алифба, то есть это азбука для начальных классов. Мы помним эту историю, когда наш министр образования Форсенко наделал много вреда, можно сказать так, перегнул палку в плане того, что было запрещено изучение родного языка в начальных классах. К нашему счастью и радости в последнее время эти предметы вводится родной язык. И, наверное, частица того, что родной язык сейчас изучается в начальных классах, есть и наша. Почему? Потому что многочисленные письма, обращения и в правительство Самарской области, и в Государственную Думу, в Республику Татарстан привели к тому, что все-таки мы восстановили справедливость, и родной язык сейчас в школах с изучением родного языка преподается уже с 1 класса. Я вот знаю, Азат Камильевич здесь сидит, как он возмущался этому. Я помню, как мы согласовывали с ним текст этого письма и отправляли во все структуры нашей власти. Хотелось бы отметить, что да, за 4 года вроде бы время и большое, с другой стороны не так и большое, но проделана огромнейшая большая работа. Люди, которые здесь присутствуют, я знаю, что они болеют душой за татарский народ, за сохранение родного языка, культуры, традиций. И мне приятно сегодня в зале видеть родные лица. Ну, может быть, кто-то и новый, но тем не менее мы знаем, что за 4 года работали сплоченной командой. И, наверное, можно сказать, что один человек в поле не воин, есть прекрасная русская пословица, и только вот благодаря вам, нашей общей команде, мы что-то могли сделать. И я думаю, что это все пойдет на благо татарского народа, проживающего в Самарской области. Хотел бы отметить отдельно, что когда мы собрался исполком областной автономии, естественно, мы сразу разделили, кто занимается политикой, кто экономикой, кто спортом. И вот хотел бы отдельно остановиться на спорте, потому что действительно мы добились больших результатов именно в спорте. А мы знаем такую тоже прекрасную поговорку, как в здоровом теле здоровый дух и в здоровом духе здоровое тело. Все это взаимосвязано. И наше достижение – это то, что мы с первого дня образования исполкома приступили к созданию секции «Крящ» в нашей школе Яктылык. Было выделено помещение, где мы, накрыли его матами и наняли 2 тренеров, которые в сегодняшний день работают. Ежегодно мы в течение 3 лет проводили областные соревнования для подрастающего поколения до 16 лет. Были выездные соревнования, спартакиады, где уже наши борцы показывают какие-то определенные результаты. Но понятно, что за 3 года, допустим, нельзя сделать известного борца, олимпийского чемпиона, это надо заниматься как минимум лет 10. Поэтому мы рассчитываем на наших борцов в будущем и думаю, что следующие сабантуи и выигрыши главных призов Батыра будут за нашими борцами. Далее хотел бы отметить, что на протяжении последних 3 лет наша команда ИДЭР, областной татарской автономии, принимает участие в турнире по мини-футболу на Кубок Дружбы народов. И вот последние 2 года мы занимаем первые места. Это большое достижение, большой успех наших